Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. Правительство одобрило 6 проектов законов о бюджетах внебюджетных фондов на 2016 год. Репортаж заседания Кабинета министров. Призывников намного больше. Завершается осенний призыв в вооруженные силы Абхазии. С национальным колоритом елочные игрушки в сухумских мастерских. В Кабинете министров состоялось заседание, на котором рассматривались проекты бюджетов различных внебюджетных фондов республики. Члены Кабинета министров во главе с премьером Артуром Микваби, заслушав доклады председателей фондов, решали, принять бюджет соответствующего фонда на 2016 год или нет. Репортаж Беллы Кварча. Первый пункт о внесении изменений в закон о республиканском бюджете с повестки был снят. Приступили сразу ко второму вопросу. Свой бюджет на 2016 год представил фонд репатриации. Основные цифры прозвучали в выступлении председателя фонда Джона Смыра. Рост прогнозируемых доходов фонда репатриации в будущем году по сравнению с нынешним годом на 14% увеличивается. В суммарном выражении это 8 миллионов 600 тысяч рублей. Председатель фонда репатриации рассказал о существующем штатном расписании и представил смету расходов аппарата управления фонда репатриации. В статье расходов фонда и идеологическая работа с репатриантами. Премьер озвучил свою точку зрения на взаимодействие с нашей диаспорой. Российская Федерация для нас сегодня является гарантом нашей безопасности. Безопасности всего нашего государства. В этой связи есть заявление президента республики, где четко расставлены все вопросы. Никто не говорит, что с нашей в смысле, диаспорой не надо работать, надо работать. Следом за бюджетом фонда репатриации были приняты и проекты законов о бюджетах Дорожного фонда Абхазии, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и других. Подчеркивалась необходимость усиления проверки предприятий на предмет сбора платежей в бюджеты фондов. Министр внутренних дел Леонид Зябжба обратился с просьбой о содействии в вопросе обустройства в плане безопасности 5 дорожных развязок в Абхазии, где наиболее часто происходит ДТП. Вот вокзал. Если мы забор, вот где остановка, например, где перекресток, где светофор стоит, если мы забор по обе стороны не сделаем, если люди через подземный переход не будут ходить там, то у нас будут всегда проблемы. 5 проектов. Гагра. Поворот на себя берут администрация, все согласовано идет. 500, Лыхнинский поворот, но Роснефть, вокзал и вот это училище, вот это 3 варианта. Давайте мы найдем возможность в этом году сделать. Правительство приняло положение о порядке применения спецсредств с функциями фото, видео и киносъемки. Документ дает правовые основания для мониторинга ситуации на трассах страны. А его материалы могут служить в качестве доказательства административного или уголовного правонарушения. По словам премьера, документ по сути разрешение на проектирование объекта государственно-частного партнерства по программе «Безопасный город». Его стартовая цена – 500 миллионов рублей. Белла Кварча, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Россия и Абхазия должны закончить формирование подразделений объединенной группировки войск к концу 2018 года, сообщил журналистам в Сухуми министр обороны Абхазии Мераб Кишмария. Министерство обороны России и Абхазии на днях подписали договор об объединенной группировке войск. По словам Кишмария, подписанный документ предполагает совместное отражение агрессии по отношению к Абхазии или России. Министр также отметил, что благодаря соглашению будет проводиться обучение абхазских офицеров российской армии. Места дислокации объединенной группы войск уже определены, сообщил министр. Создание объединенной группировки войск России и Абхазии предусматривает договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном президентами 2 стран 24 ноября 2014 года. Сегодня в нашей программе прямой эфир. Гость передачи Хастагалу Амта, историк Станислав Лакоба. Тема разговора в прямом эфире – внешнеполитическая ситуация, складывающаяся вокруг Абхазии. Завершается осенний призыв в вооруженные силы Абхазии. Будущие солдаты проходят медицинское освидетельствование, а потом их распределят по воинским частям. Военкомы отмечают, что в этом году призывников намного больше. О том, как проходит призыв, в репортаже Сари Исмыр.
Сегодня армия – неотъемлемая часть жизни каждого настоящего мужчины. Ведь только тут можно закалить характер, стать выносливым и дисциплинированным. Все эти ребята родились после Отечественной войны. Они росли и мужали в сложное послевоенное время. А сегодня уже готовы встать на защиту Отечества, как поступили их родители больше 20 лет назад. Аслан Чамагу в этом году закончил высшее учебное заведение в Ростове-на-Дону. Служить в абхазскую армию пошел по собственному желанию. Говорит, сыграло чувство патриотизма. Конечно, я патриот своей республики. По окончанию учебы сам пришел в военкомат и сказал: заберите меня в армию. Служить или не служить? Перед этими ребятами такой вопрос не стоит. Молодые люди понимают, что без военного билета в будущем никуда. Да и долг родине нужно отдать. Именно по этим причинам с каждым годом уменьшается число так называемых уклонистов. По словам военного комиссара столицы Ахры Галанцы, осенний призыв в армию проходит организованно. Призыв идет осенний. Можно сказать, что успешно. Ребята с удовольствием идут в армию, служить родине. В этом году, да, зимний призыв последний. Прежде чем ребята отправятся на военную службу, им необходимо пройти медицинскую комиссию. Тут, как и положено, призывников осматривают врачи. И именно они решают, годен солдат для военной службы или нет. Хотелось бы видеть наших 18-летних призывников более подтянутыми, более крепкими, физически подготовленными. Но, к сожалению, часто выявляемые такие заболевания, это чаще всего заболевания легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, по суставам, по мышцам, физическая подготовка. Но, тем не менее, я бы сказал, что и здоровых ребят, и желающих идти в армию служить прибавилось. Срок службы молодых людей остается неизменным – 1,5 года. И год для призывников, окончивших вузы. Значительных нововведений в осеннем призыве не будет. По-прежнему солдатам предстоит нести службу в разных воинских частях в соответствии с уровнем образования и гражданской специальностью. При распределении, конечно, учитываются и пожелания самих призывников. Зарез, Муртимур Гугохия, Абхазское телевидение. По инициативе президента Рауля Хаджимова Министерству внутренних дел переданы автотранспортные средства, которые будут использованы Управлением государственной автоинспекции МВД, подведомственными МВД управлениями и отделами. Такое отношение к вопросу материально-технического обеспечения МВД обязывает сотрудников милиции держать на высокой планке уровень борьбы с преступностью, отмечают в МВД республики. После долгого 4-годичного ремонта начала функционировать Гудаутская центральная районная больница. Насколько главное лечебное учреждение района готово к приему пациентов, в репортаже Энвера Ардженя. На сегодняшний день говорить о том, что все отделения больницы полностью обеспечены необходимым медицинским инвентарем, конечно, рано. Но медперсонал и руководство больницы уверены в том, что в ближайшее время сюда будет доставлено и установлено новое оборудование. Фактически не все отделения перешли в новую больницу в силу некоторых причин недооснащенности акушерско-гинекологического отделения. Сотрудники этого отделения остались еще в старом здании. Мы сейчас приводим это отделение в порядок, то есть генеральную уборку проводим, нужно оборудовать операционную для них. Естественно, у нас улучшились возможности для обследования, у нас установлено рентген-оборудование достаточно хорошего качества, хорошие аппараты, есть и мобильный аппарат, который нам нужно будет использовать в условиях реанимации. У нас есть УЗИ-аппараты, тоже хорошие, экспертного класса. На сегодняшний день в больнице работают наряду с опытными врачами и молодые специалисты. Мы не испытываем дефицита врачебных кадров в основном, но за исключением отдельных позиций. Это вот с детскими врачами проблема. Очень мало у них их у нас в районе. В принципе, это общереспубликанская проблема с детскими врачами, их не достает. И инфекционистов не хватает. А по остальным вопросам, по остальным кадрам мы достаточно оснащены. Еще много желающих людей работать, молодых, грамотных специалистов.
Новое руководство больницы также придает особое значение открытию и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов во всех селах района для оказания первичной помощи населению. У нас в районе 20 сел, и в каждом из них предполагаются ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. Ну, и там еще много проблем, много вопросов с размещением, с выделением необходимых площадей, потому что старые здания уже разрушены, нужно обустраивать эти ФАПы, выделять кабинеты при администрациях или школах, ну, более или менее бюджетных учреждениях, где можно поддержать чистоту и условия приемлемые для работы создать. Мы над этим работаем. Главный врач больницы заверил, что медперсонал будет делать все возможное для добросовестного и качественного медицинского обслуживания населения. Инвер Рджения, Адам Рджения, Абхазское телевидение. Цитрусовый сезон в Абхазии начинается, как обычно, в конце года. Тонны ароматных фруктов экспортируются за пределы страны. В настоящее время, судя по данным таможенных служб, сезон набирает обороты. Репортаж Налы Мукпа. Мандарины в Абхазии – одна из главных сельскохозяйственных культур. Почти все собранные цитрусовые идут на экспорт, как правило, в Россию. В республике они практически не остаются. Из-за погодных условий в этом году не будет рекордного урожая цитрусовых. Тем не менее, каждый год до 30 тысяч тонн фруктов перевозится через границу. При этом увеличивается нагрузка на таможенные службы. На сегодняшний день, по данным таможенной статистики, вывезено 5,5 тысяч тонн цитрусовых плодов. Минсельхоз уже отмечал, что нынешний сезон менее урожайный. На самом деле мы это видим и по вывозу. Если сравнивать с прошлым годом, это минус 4,5 тысячи тонн мандарин. По хурме у нас наблюдается определенный плюс. На сегодняшний день вывезено 934 тонны хурмы. Если сравнивать с прошлым годом, больше на 536 тонн. По фейхоа, так же, как и по мандаринам, наблюдается некий спад. При перевозке цитрусовых и других фруктов через границу никаких платежей на абхазской таможне платить не нужно. Но для оформления крупных партий взимается плата в размере 10 рублей за килограмм. Государственный таможенный комитет для облегчения перехода на пропускном посту ПСО может оказывать услуги по оформлению документов и в столице. Мы в этом году сделали такой упор, также и на внутренней таможне, имеется в виду таможенные посты. К примеру, таможенный пост Сухум. Вот. Для чего мы это сделали? Чтобы нагрузка на пункт пропуска ПСО была меньше. И плюс ко всему это позволит и нам, и экспортерам в такой спокойной атмосфере осуществлять производство таможенного оформления уже внутри страны. Пока таможенные службы обеспечивают порядок на границе, крупные и мелкие хозяйства пытаются успеть до начала дождей собрать и отправить мандарины за границу. Ведь эти ароматные цитрусовые уже давно стали для россиян неизменными атрибутами Нового года. Нала Мукпа, Стамургожба, Абхазское телевидение. В Общественной палате прошла встреча с руководством политической партии Амцахара и Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Представители оппозиции представили свое видение политической и социально-экономической ситуации в стране. Главная проблема Абхазии. Лидеры оппозиции считают раскол в обществе. По мнению представителей оппозиции, у властей отсутствует представление о путях решения проблемы. А Асламжане Алхасквицини не исключают проведение всенародного схода. Что касается заявлений, которое было сделано партией Амцахара, да, партия Амцахара планирует провести сход. У нас есть огромное количество граждан страны, которые хотят этот кризис преодолеть совершенно по-другому. У нас есть закон о референдуме. Общественная палата поддерживает идею конструктивного диалога между властью и оппозицией. Выслушав мнение представителей оппозиции, многие члены Общественной палаты заявили, что не приемлют радикальных настроений и чрезмерно эмоциональных высказываний. Политический диалог возможен. Несмотря на такой накал страстей, думаю, что если и власть, и оппозиция проявят мудрость и конструктивизм, можно найти точки соприкосновения. И, по-моему, вот такой точкой соприкосновения может стать как раз вот на начальном этапе политический консультативный совет. Я думаю, это хорошая идея. Встреча продлилась почти 3 часа. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба призвала всех действовать в рамках Конституции. Рената Шакая, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.
Более 2 миллионов рублей заработал Рицинский реликтовый национальный парк за последний месяц осенью, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сообщает сайт РРНП. Для сравнения, за аналогичный период 2013 года не было реализовано ни одного билета. В 2014 года реализовано билетов на сумму 939 650 рублей. Всего за 11 месяцев работы в этом году Рицинский реликтовый национальный парк реализовал билетов на общую сумму 186 миллионов 519 450 рублей. Конкурсная комиссия при Кабинете министров Республики Абхазия объявила победителя конкурса по выбору подрядчика для осуществления капитального ремонта троллейбусной линии Маяк-Тхубун. Победитель конкурса — предприятие «Абхазэлектромонтаж». Предлагаемая стоимость проекта — 32 миллиона 507 тысяч 250 рублей. Срок осуществления работ — 4 месяца. Всего в комиссию поступило 4 конкурсные заявки. Готовимся к Новому году. Сухумские мастера активно работают над созданием новогодних игрушек. Игрушки эти не простые, а стеклянные, и надпись на них «Чаны Бзела». Мастера компании «Триада Абхазия» создают главные атрибуты новогодней елки своими руками, что называется, с любовью. Наш корреспондент Асида Малия побывала на производстве. Она расскажет о том, как создаются эти хрупкие и многими любимые изделия. Стеклодув – профессия ныне редкая. Таких мастеров и во всем мире немного. Чего же говорить об Абхазии. Считается, что освоить это ремесло можно за 3 месяца, а далее дело навыка и, конечно же, таланта, и терпения, и сноровки, и внимательности, физической устойчивости. В общем, стеклодувом быть совсем непросто. В процессе самое главное на стекле – стекло чувствовать. Потому что оно твердое, да, тяжелое вроде. А вот в пламени оно становится как вода, мягкая, течет. Потому надо его чувствовать, вот на руках чувствовать, когда оно у тебя расплавилось, когда его уже можно обрабатывать. Как бы. Шары из молибденового и кварцевого стекла – первый этап создания елочных игрушек. Кстати говоря, стеклянные новогодние игрушки ценились во все времена. Если в советские годы действовало множество российских фабрик, то в настоящее время рынок переполнен китайскими изделиями из пластмассы. В России производство стеклянных елочных игрушек – редкость. Действующих фабрик всего 2 – Иней и Снежинка. Так что стеклянная елочная игрушка – почти дефицит. Удастся ли сделать качественную продукцию? Для рынка директор производства Даургумба сразу ответить затрудняется. Однако уверен, что трудолюбивые сотрудники, совершенствуя свое мастерство, смогут создавать изделия, которые понравились бы всем. А пока осуществляется работа по выполнению частных заказов. В основном нашими клиентами являются бюджетные организации, конечно же. Это министерства и ведомства наши. Они основные наши клиенты и заказчики. И так, в принципе, помех, кроме поддержки, я не вижу от чиновничьего аппарата. Работа, которая не подразумевает скорости и быстроты. Тут надо все медленно и скрупулезно. Используемое сырье – это местные природные материалы. Есть и запасы дорогостоящих материалов, каким-то образом сохранившихся в постсоветское время, среди которых смальта. Это цветное стекло, с помощью которого здесь создаются вот такие витражные стекла. Вернемся к процессу создания новогодних игрушек. На втором этапе они проходят предварительную покраску акрилом. После того, как подсохнут изделия, попадают в другую мастерскую, где трудится весь коллектив. На шары наносятся различные трафареты, создаются рисунки. Одним словом, изделия украшаются. В этот раз специально для съемочной группы изготовили эксклюзивные сувениры – несколько елочных шаров с логотипом абхазского телевидения. Сотрудники компании говорят, работа здесь проходит в творческой и дружелюбной атмосфере. У нас такой коллектив, что, вы знаете, вот эта вся работа, она любимая получается. Над этими игрушками работает весь коллектив, причем у нас с 9 до 6 график, да? Наш директор здесь с 7 часов утра, ну и мы. Нам интересно, мы задерживаемся, мы делаем свою работу. Нравится, одним словом. Все красиво, все блестяще. Собственно говоря, в компании «Триада Абхазия» стекольное мастерство освоили не так давно. Компания предлагает множество услуг, в том числе в изготовлении предметов из дерева и керамики. Вот можно посмотреть даже наши работы, сегодня, которые мы производим. Вот, достаточно, они уже презентабельные. Вот эта упаковочка для елочных игрушек будет, для эксклюзивных елочных игрушек. Такие упаковочки. Вот. Это все натуральное дерево и все наше дерево, которое не надо покупать, не надо привозить, не надо завозить.
Хочется отметить, что производителям важно, чтобы их клиенты активно поддержали. Даургумба планирует развивать стекольное ремесло. Следующий этап – приобретение печей по варке стекла. До Нового года еще 30 дней, так что у каждого есть время задуматься о праздничных подарках. Среди существующего разнообразия выбор вполне может остановиться на традиционной стеклянной елочной игрушке, украшенной по вашему вкусу. Асида Малия, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 66 рублей 26 копеек, евро 70 рублей 13 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. На побережье временами ливневый дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.